Самат Аскарович, у вас есть вопросы к представителю госагентства? Нет вопросов. Алмаз Давудович. Нет вопросов. Уважаемый судья. Да, пожалуйста. Микрофон включи. Когда временно после 2016 года, как принят был этот соответствующий нормативный акт, получается, временные работники, то есть исполняющие обязанности, они приравнены к постоянно действующим, да, государственным служащим в части выслуги лет, а в части предоставления классных чинов нет. Нет. То есть только по выслуге лет. Только по выслуге лет, потому что, чтобы стимулировать лиц, у них даже, то есть они не подпадают под определение государственного служащего, и чтобы у них какая-то была мотивация, что человек работает от года или даже 3 месяца, 4 месяца до 3 лет, чтобы вот этот период засчитывался как госслужба, потому что он делает такую же работу. Как стаж, и плюс к этому выслуга лет. Да. А вот классные чины, какие-то еще другие привилегии не предусмотрены? Классные чины не присваиваются, потому что он временный работник. А если до этого у него человека есть классный чин, за классный чин надбавка тоже будет выплачиваться, а присваивается, не присваивается. Да. Еще какие? При выходе в трудовой отпуск им не выплачиваются эти лечебные пособия, которые получают постоянные, да, госслужащие, которые соответствуют законодательствам, приняты на работы. То есть именно по стажу у них вот этот от 16 стаж года. И плюс надбавка к выслуге. Стаж считается, исходя из стажа. Вот, например, если человек пришел на госслужбу впервые и исполняющим обязанностям, через год ему уже будет считаться стаж на госслужбе 1 год и будет выплачиваться 5% надбавка. Вы отметили 4 вида государственной службы, да? Вот в данном случае ваше агентство, оно, в принципе, занимается мониторингом всех в 4 видах государственной службы или только гражданской? Мы только занимаемся мониторингом реализации закона о государственной гражданской муниципальной службе только на гражданской службе. А на все другие виды нет? На все другие нет. И вы сказали, что сотрудники таможенных органов в данном случае относятся к правоохранительным, да? Да. И в этой части тоже вы не можете, да, мониторить их деятельность? Да, мы не можем мониторить, но при этом я как в качестве информации могу сказать, что чтобы разобраться, да, надо тоже определить, он какую должность занимал. У него должность была правоохранительная или гражданская, потому что в других военных и правоохранительных сферах тоже должности делятся на вот военнообязанные и гражданские. Понятно, спасибо. Есть еще вопросы? Присаживайтесь.